Чумные костюмы одноразовые, противочумный костюм многоразового использования, медицинские перчатки, средства для дезинфекции. Здесь и спиртовые салфетки есть для обработки рук и поверхностей. Ингушетия готова в случае чего встретить коронавирус во всеоружии. Один из 4 полностью оборудованных обсерваторов открыт на базе оздоровительного центра в Сурхахи. На складе для хранения расходного материала есть все необходимое для пациентов, которые будут находиться под наблюдением медицинского персонала и сотрудников Дома ветеранов. Данные облучатели можно использовать в помещениях, где находятся люди. Это очень удобно, так как по приказу лица, которые находятся под наблюдением, не должны покидать свои палаты. И здесь вы видите маски, это индивидуальные средства защиты. Это одноразовые маски, они в достаточном количестве, рассчитаны на 30 коек. То есть, в принципе, все, что вы здесь видите, рассчитано на 30 коек на 14 дней пребывания. Запас средств будет по мере необходимости постоянно пополняться. Также для людей, которые могут находиться в зоне риска заражения, подготовлены 30 палат под наблюдением квалифицированных врачей. Здесь они будут находиться в течение 2 недель. Если вдруг какие-то проблемы возникнут у пациентов, вопросы какие-то возникнут или симптоматика возникнет, и они захотят пообщаться с медработником, но по приказу 3 раза в день медработник, врач и медсестра специально организованной бригады будут их осматривать, проводить термометрию и консультировать по всем возникающим вопросам. Специалисты еще раз напоминают, этот и другие обсерваторы предназначены для людей, у которых нет никаких признаков инфекции, но есть риск, что они заразились или могут заразить других. Если за 14 дней вирус не проявит себя, пациенты могут уехать домой, получив больничный лист. Если же вдруг возникает какая-то проблема, появляются симптомы или положительный результат, то, естественно, этот человек и все лица, которые с ним находились в одной палате, уже транспортируются из данного обсерватора в медицинскую организацию, опять же, в соответствии с приказом по маршрутизации на специальном медтранспорте, и в этом случае проводятся уже совершенно другие медицинские мероприятия. Для ухода за предполагаемыми больными привлечены не только сотрудники и медики, но и работники Дома ветеранов. Для пациентов будет организовано многоразовое питание, а также полноценный отдых на территории оздоровительного центра. Микаил Тангиев, Адам Далаков, Новости 24.